Здравствуйте, в эфире 7 дней плюс. Россия входит в пятерку лидеров гастрономии в мире. Посетители ресторанов становятся все требовательнее, а вкусный туризм растет быстрее всех остальных. Как справляются регионы, за какой едой приезжают в Татарстан и куда направлены предпочтения потребителя за последние годы, поговорим сегодня с нашим гостем, экспертом в ресторанном бизнесе, ресторатор Рима Гарипова. Рима, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, вот вкусная еда часто становится, скажем так, поводом для путешествия, для гастротуров, растет вот это направление, да, быстрее, чем все остальные. На ваш взгляд, почему вообще региональная кухня, скажем так, в России, она стала такой популярной, стала такой востребованной в последние годы? Ну, во-первых, сейчас огромный акцент на наших фермеров. Сейчас даже взять недавно прошедший фестиваль на Лебяжьем, где Кировско-Московский район сделал фестиваль, и где прямо культивировали они фермеров. И собрали их всех под одной крышей. И был круглый стол с фермерами, где я тоже участвовала. И фермеры активно участвуют и хотят взаимодействовать с рестораторами, что не может нас, в принципе, не радовать. И поэтому и мы проявляем активность в их сторону. И сейчас локальный продукт выходит на первый план. Нам очень нравится и очень гордо нашим, например, даже туристам говорить о том, что мы используем локальный продукт. Нам очень гордо говорить о том, что фермерская продукция выходит на первый план. Мы прекрасно понимаем, что были недавно, буквально по всем известным нам событиям, были проблемы с некоторыми товарами, которыми мы пользовались очень обширно, очень активно. И шеф-повара вынуждены были сделать переход на локальный. Но сейчас это гордость. И говоря о ней, сейчас туризм крепчает. Туризм по России даже с гордостью говоря о том, что многие эти локальные продукты, используемые шеф-поварами, сейчас становятся уже авторскими блюдами. Это удивляет, это вызывает эмоцию нашего дорогого гостя. И этот культ, он мне лично как ресторатору нравится. Почему? Потому что сейчас есть гастротуризм. И это интересно. У нас есть потребитель, который приходит к нам и хочет удивляться. Он приходит не просто за вкусной едой, он приходит за тем, чтобы получить какую-то эмоцию. А мы ее, конечно же, ему с радостью даем. Ну гастротуризм, это что такое за направление, чтобы понимали, да, все? Что это такое вообще? Это когда человек для себя выбирает посетить город не только для того, чтобы посмотреть музей, как это классическим, да, представлением для нас является, а уже для себя в пунктами обозначает, в какие рестораны он пойдет на обед, на ужин и даже на завтрак, для того, чтобы полностью сложить картину об этом регионе. И это не может нас, в принципе, наверное, не подстегивать на то, чтобы быть еще лучше, стараться быть, наверное, приближенными к мировым, наверное, тем рестораторам, которые для нас являются примером. Регионы, да, они вы сейчас говорили про локальные продукты. Чем все-таки они в гастрономическом смысле привлекают туристов? Именно региональная кухня, да, у нас, как правило, и Кавказ, да, в основном почему-то считается, не почему-то, уж понятно почему, считается, скажем так, гастрономическим таким регионом, и Татарстан в том числе, да, восточная кухня. Почему интерес традиции? Аутентичностью, скорее всего, сейчас гость, давайте не гость, любой человек сейчас стремится, наверное, своя рубаха ближе к телу. И сейчас это все родное, локальное, фермерское, то, что приближено, наверное, к своей родине, к своей семье, оно как-то становится приближенно к нам. И это очень радует, потому что мы перестаем смотреть туда за бугром, что там происходит. Мы начинаем хвалиться своим, что у нас здесь есть. А хвалиться у нас есть многим чем. Я горжусь тем, что сейчас Татарстан на самом деле вышел на уровень частого взаимодействия многих рестораторов с фермерами. И я даже могу сказать, что это 30-40% гарантированно точно плотно взаимодействуют с фермерами, и фермеры тоже это отмечают. Очень много интерпретаций татарской кухни в авторскую культуру, уже фьюжн, неотатарская кухня, что тоже говорит о том, что мы готовы творить. Мы готовы удивлять. Мы не готовы сейчас просто по классике показывать мучное, как это все для многих
Татарстан — это мучное, это плотно, это сытно, а можно что-то еще. Сейчас что-то еще во многих ресторанах есть. И даже в ресторанах просто авторской кухни, в ресторанах европейской кухни есть уже пара-тройка блюд, которые представляют кухню Татарстана. Где-то в классике, где-то в творчестве, в неотатарской культуре, но они уже это смело продвигают. Это нравится людям, это то, зачем люди приезжают в Татарстан, за культурой. Не просто для того, чтобы увидеть наши невероятные достопримечательности, коих очень много в Татарстане, а уже погрузиться глубже, поговорить с тем человеком, который все это создает. А кто это создает? Конечно же, бренд-шеф, конечно же, ресторатор, который кипит этим делом, который гордится своей родиной, который гордится локальным продуктом, который он производит, своими договоренностями с фермером, да, и это вот все. На самом деле и с фермерами сейчас идут такие переговоры, вот занавес такой немножко открою. В этом году, может быть, в следующем. Мы вообще планируем провести гастроужин с фермерами в коллаборации. Это будет синергия продукта, шефа и его идей с этим продуктом, и наших гостей. Это вот творчество, которое мы будем создавать с продуктом вместе с шефом для наших гостей. Это уже эмоциональная составляющая. Как туда попасть? Будет анонс обязательно, мы уже сейчас ведем переговоры, и мне нравится активная позиция фермеров в этом. То есть они уже сейчас не роются в полях, они выходят в массы, они хотят коммуницировать вместе с нами, а это огромная сила. Вообще это модно стало, да, заметьте, вот фермерство. То есть раньше мы подумать не могли, да, что фермер это может быть какая-то такая трендовая, как будто бы специальность уже сейчас. У них какие-то свои, они как-то выглядят красиво. Они даже фирменный стиль свой разрабатывают, а это бренд. Сейчас что качают в первую очередь? Бренд. То есть человек есть бренд, он его развивает, он показывает себя, называя себя своим собственным именем, или аккаунт называет каким-то именем еще касательным с его профессией или его увлечением. Также и фермеры, они на самом деле называют себя определенным образом. Например, могу или нет называть вот деревня Скородумовка, если я не ошибаюсь. Они очень яркие представители, их, по-моему, называют клубничными магнатами. Я их не первый раз вижу, они еще даже участвовали у нас. Я тоже участвовала в этом в прошлом году. Это было «Звезды». Нет, это была «Вкусная Казань», ошибаюсь. И деревня Скородумовка, там очень яркий представитель был из фермеров. Они выиграли приз, выходили на сцену. У них такой цвет хаки униформы с интересными шляпами, у кого бейсболки. Они очень активные, очень классные ребята, которые просто болеют своим делом. Они становятся такими брендами республики. Абсолютно верно, да. И уже не стыдно о них говорить. Вы упомянули, что вот сейчас модно, да, скажем так, традиционность внедрять в авторскую кухню, фьюжн, там что-то такое я услышала, да? Это что? Это что? Это треугольник инопланетного? Что? Как это выглядит? Как это? Об этом можно на самом деле говорить вечно. Если говорить лично про мой пример и пример моего бренд-шефа, который делает неотатарскую кухню, Ильгиз Галиев, он делает кыстыбы с уткой. В реальности, да, если мы берем аутентичную татарскую кухню, кыстыбы будет вообще с пшенкой, по-моему, если я не ошибаюсь. А у нас он с картофелем и еще и с уткой. Взять другого бренд-шефа Александра Косова, он вообще соединил русскую кухню с татарской культурой. И здесь треугольники из русских блинов. Но они в форме треугольника. Да. Блинное тесто. Да, и внутри есть мясо, но еще и грибы. Гости очень сильно любят это блюдо и на самом деле отмечают его, наверное, творческие составляющие, хотят удивиться внешне, а дальше уже, естественно, срабатывают рецепторы, когда мы пробуем это блюдо, и это тоже вау. Что касается сервиса, да, вот этот вот вопрос, да, все, как правило, ругают российский сервис, что мы очень сильно уступаем заграничному сервису. Но, кстати, в ресторанном смысле я бы слышала наоборот вот эту тему, что у нас один из лучших ресторанных сервисов. Во-первых, я хотела узнать, так ли это или нет. Во-вторых, вот расскажите, насколько вот за последние годы, да, вот мы продвинулись, скажем так, в этом смысле вот в ресторанной отрасли? Продвинулись на 100%. Могу сказать, что если, наверное, годик назад можно было бы немножко и постыдиться. Но сейчас хвала рестораторам, которые вкладывают в свое предприятие, а именно в обучение и развитие своего персонала. Я являюсь наставником и консультантом сферы гостеприимства. Часто ко мне обращаются за этим вопросом, и я, приходя, вижу заряженных людей, которые действительно, наверное, переживают за бренд. Они хотят его развить, потому что вокруг себя ресторатор собирает тех людей, которых он хочет развивать. Сотрудники видят, что в него вкладываются, в команду, культивируется понятие команда, развитие команды, и уже
все вместе, держась за руки, предприятия двигаются в развитии. Они хотят сделать лучше для гостей. И тем более еще не стоит забывать конкуренцию. У нас огромное количество ресторанов, Очень просто много. невероятное. И если ты будешь где-то чуть-чуть не дотягивать, то в соседнем доме есть такой же ресторан, а там будет хороший сервис. Поэтому ты вынужден подтягиваться под самых лучших, и это, наверное, срабатывает. И я считаю, что мы в Казани уже, наверное, на очень хорошем уровне в рамках сервиса. Просто я бы немножко подтянула эмоциональности, чуть-чуть отдачи эмоциональной нашему гостю. Техника уже все замечательно, но вот это эмоции чуть-чуть, То есть мы горящий угрюмые, глаз. что, как... Чуть-чуть сжатые, где-то не хватает, наверное, вычисления потребностей. А что именно мой гость хочет? Что именно сейчас, если я ему предложу, это будет вот прямо попадание в 100 из 100. Вот этого немножко не хватает. Но это психология сервиса, это немножко глубже. Главное, сейчас есть техника, остальное все придет. Главное этим заниматься, главное в этом углубляться, слушать профессионалов и, наверное, объединять команды. То есть если ты ему даешь человеческое отношение, то ему не останется ничего, кроме как дать это человеческое отношение и гостю. Я считаю, что даже неопытная команда, непрофессионалов в технике сервиса может дать качественный сервис гостю, лишь бы он этого хотел. Чисто эмоционально сделать человеку, нашему гостю хорошо. Вы сказали, год назад еще было не так, да? Что за год примерно, да? А Казань вообще очень быстро двигается. Да, просто такой рывок, вы так прям вот рассказываете, прям за год такой рывок. Да, я считаю, что да, конкуренция, а по-другому никак. И тем более сейчас рестораторы начали между друг другом коммуницировать. Внутренний туризм очень сильно общаться. развивается, судя по всему, Абсолютно да? И поэтому... верно. Туристов очень много, и это очень радует. И они тоже притязательны, у них есть свои требования. Они из Москвы, а в Москве определенный уровень сервиса, определенный уровень гастрономии. Питер возьмем, да, есть чем сравнить. И когда они к нам приезжают, естественно, у них определенный уровень требований к нам. И мы, общаясь с ними, конечно же, подтягиваемся. И еще самое важное, что есть премии, которые нас заставляют тоже двигаться, есть фестивали, которые нас заставляют двигаться. Мы выставляем свои команды на эти фестивали. Тот же самый Кировско-Московский район, который делает фестиваль. Та же самая «Вкусная Казань», участником которой я являюсь. Там проходят лектории, обучающие лектории, где собираются, в принципе, и шеф-повара, участвуют команды. Даже есть конкурсы кондитеров. В этом году был невероятный конкурс на «Вкусной Казани». Организовали его. Там были такие первоклассного уровня торты с таким творческим подходом, что, ну, было, наверное, стыдно не съесть хотя бы кусочек, хотя я сладкого очень стараюсь не есть. Ну вот вы как раз упомянули фестивали, мастер-классы. Для чего вот они нужны? Тоже вот расскажите. Сейчас очень много мода такая, да, на фестивали различные. Это очень круто. Это как больше как пиар, скажем так, компания такая для республики, для региона там, да? Или все-таки есть еще какая-то более глубинная цель? Я вижу в этом глубинную цель того, что это популяризация профессии идет, нашей сферы, потому что мы вот буквально, наверное, года 2 назад с Галиной Михайловной, член правления Ассоциации рестораторов, я тоже член правления Ассоциации рестораторов, разговаривали с ней, и мы разговаривали о наших переживаниях, что лет через 5, наверное, 10 вообще никому будет работать в нашей сфере. И такие фестивали, они все-таки показывают, что эта сфера модная, она интересная, она эмоциональная, она активная, и ты в ней можешь быть этой частью. Это не просто в 4 стенах вместе с ножом стоять и что-то там резать. Нет, ты можешь себя тоже продвигать как человек, ты можешь становиться шефом, сус-шефом, брендом, тянуться за модными, развивающими себя шеф-поварами, и там же они участники на этих фестивалях, а ты их видишь, они для тебя вот тут вот достигают, ну, вот ты можешь до них дотянуться, они прямо рядом с тобой. То есть сокращение дистанции тоже такое. Абсолютно верно. Это интерес, вызов интерес. Ну и, конечно же, туристы. Вот такие фестивали привлекают туристов. Какое количество туристов было, когда были все эти фестивали? Вот я только буквально с Москвы приехала с фестиваля Chef's Team Russia. Ой, Chef's Team Fest, прошу прощения. И там огромное количество поваров. И можно я про кейс расскажу, который меня невероятно порадовал. Это 3 дня фестиваля, и 3-й день фестиваля он организован для студентов. Для чего? Для того, чтобы студенты себя почувствовали частью этого всего процесса, масштабного фестиваля, который проходит на всю Россию, частью этих крутых шеф-поваров, и они могут за них дотянуться. Смотри, мы здесь, мы доступны, и, соответственно, что? Мы получаем интерес к нашей профессии. И я верю, что это сработает плюсом. Вода и камень точит.
вот раз мы начали говорить о том, что модно, да, вот еще много, скажем так, появляется предложений в меню, да, ресторанов о различных каких-то, ну, экзотических тоже продуктов, там, мясо бобра, мясо косули, вот это вот тоже, вот берутся такие какие-то продукты, да, интересные, да, то, что нетрадиционное, скажем так. Вот расскажите, действительно ли так, становится ли это популярно, насколько это вообще выгодно бизнесу в целом, и востребовано ли это в целом, да, у туристов сейчас, если все-таки все идут за традиционностью, за вот этой? За традиционностью идти не перестанут, но все-таки мы прекрасно понимаем, что человек очень быстро насытивается, насыщение быстро происходит тем, что он видит. Ну, везде традиционно, везде есть представленные несколько блюд традиционной кухни, и там, и здесь, во всех ресторанах. А хочется удивиться. И если ты выделяешься среди конкурентов, я не люблю это на самом деле слово, среди своих коллег, давайте, выделяешься, то, естественно, турист, гость казанский, это может быть, да, наш российский гость, иностранец, в любом случае выберет тебя на один раз. Да, ты удивишь этим продуктом, да, ты привлечешь внимание этим продуктом, но дороговизна, соответственно, сказывается, да, закуп продукта будет дороже, чем обычных наших локальных продуктов, и, соответственно, от наценки будет зависеть цена, она будет тоже дорогая для конечного потребителя, для нашего гостя. Не на каждый день, я бы сказала, это все. Да, это эффект вау для привлечения к себе внимания. Я бы больше привлекала внимание событийным каким-то моментом, событийным маркетингом, события, акции, постоянно меняющиеся, какие-то, наверное, иммерсивные шоу, официант, который рассказывает про традиции и идеологию заведения, приветствует определенным образом. Вот это действительно должно привлекать внимание. И это всегда по стандарту, на постоянной основе, на долгие времена. И это всегда одинаково для гостей. Гость приходит, его поприветствовали определенным творческим образом. Например, сегодня я буду с проводником в ваш гастрономический мир. Чем не удивляет? Удивляет. Где так знакомиться, где так здороваются с гостем? Ну, практически нигде. Если ты это используешь, ты цепляешь гостя. Гость запоминает тебя эмоционально, передает другим. И это что? Это условно бесплатно. А все эти экзотические продукты, да, это имеет право на существование, но это дорого и невыгодно для бизнеса. Да, для гостя интересно. Ну, вообще предпочтения, да, вот потребителя, они, вот, ну, понятно, что идут за традиционностью, да, мы уже это обсудили. Вот как они, может быть, за последние несколько лет, как они менялись, вот эту шкалу, можете проследить? Как менялись предпочтения потребителя? Одно, второе. Ну, вообще, на самом деле, сейчас культ правильной еды, его не стоит отменять. Большое количество людей все-таки стремятся к кето-питание, разделенное питание, как это называется, когда интервальное и так далее. Вот это вот все прослеживается очень часто. Гости часто запрашивают белок и клетчатка, чтобы было отдельно, чтобы не было углеводов. Есть такие потребности. Мы должны просто считывать эти потребности и предлагать то блюдо, которое у нас есть согласно его потребностям гостя в данный момент. Но все же стандарт – это сейчас привлекающий внимание факт гостей. Гости любят стандарт. Роллы, пицца никуда никогда не уйдет. Вот мне просто тоже стало интересно, да, вот вроде как разные кухни у нас появляются. Вот ресторан русской кухни, ресторан такой кухни, да, вроде бы, да, интересные вот это аутентичные какие-то места, но при этом, да, люди продолжают по старинке заказывать роллы, пиццу. Куда тяготеет, скажем так? Я думаю, что роллы, пицца никуда никогда не уйдут. Это гарантированно точно. Сама себе признаюсь в том, что иногда и сама хочу. Наверное, это наши люди любят именно мучное, любят рис, любят сытно, любят вот эти контрасты вкусов, как в роллах мы ощущаем, да. А пицца, наверное, Италия, мода, сытость, вот это вот все, это то, что нам, наверное, привлекает наше внимание и будет привлекать всегда. Но в погоне за эмоциями, они сейчас нужны, потому что жизнь сейчас такая сложная, стагнирующая, работа, дом, дай бог успеть что-то еще сделать, где-то посетить какой-то театр или что-то. Люди и гости и в ресторанах пытаются себя удивить. Потому что часто сталкиваешься с тем, что когда гость приходит к тебе в ресторан, он спрашивает, а что у вас самое вкусное? Ну, вкусное понятие, конечно, растяжимое. Для вас остро вкусно, для меня сладко будет вкусно. Но под этим словом гость понимает, удивите меня. Я хочу удивиться. Потому что постоянно одинаково мы прекрасно можем себе признаться, честно, что на 100%, что каждый день гость роллы не заказывает. Да, раз в неделю он может это сделать, но в пятницу-субботу он обязательно выйдет либо в
Не знаю, про алкоголь можно говорить или нет. Почему нет? Либо в какой-то культурный винный бар, да, с подругами, это сейчас очень хорошо развито, с подругами, друзьями, в компании, гости встречаются компаниями, гости общаются, гости коммуницируют друг с другом. Это очень сейчас на самом деле развито, и пятница, суббота — это всегда формат заполненных ресторанов, причем в большом количестве. Все рестораны республики наши, они заняты. Потому что гости сейчас, я не могу сказать, что стали меньше ходить по ресторану, несмотря ни на что. Кстати, да. Меньше тратить стали. Да? То есть чек пониже, Чек да, понизился, стал? но ходить не перестали, конечно. Ну вот вы как раз говорили о том, что вот гость приходит удивиться, да? А вообще ресторан это про что? Это больше про кухню или вот чем помимо кухни, да, должен удивлять ресторан? Эмоцию давать. Это, наверное, самое главное сейчас, зачем приходит гость. И самое интересное, что в этой эмоции не подразумевается активный сервис, назойливый официант, который, несмотря там на «прошу меня отпустить от вашего внимания», да, будет рядом с ним бегать. Нет, ни в коем случае. Это вычисление потребностей. Это если гостю нужен сервис шепотом, то официант будет практически не виден рядом. Если гостю нужен активный сервис и значимость, внимание, какое-то проявление себя, официант будет это считывать и будет рядом, потому что сейчас уровень психологии сервиса растет все больше и больше. Гость приходит в ресторан, чтобы себя иногда показать. Если говорить о психологии, это пирамида Маслоу и 7 основных, да, потребностей человека, которые, в принципе, сродни гостю, а гость — это и есть человек. Гости приходят с разными потребностями, и вот эту потребность нам нужно вычислять. Сейчас, наверное, больше 50% гостей знают, чего они хотят, когда они приходят в ресторан. Я хочу шумно, весело, наверное, активно посидеть вместе со своей компанией, или я хочу тишины, взять ноутбук, взять свой телефон, позаниматься своими делами, и чтобы меня никто не трогал. Это очень хорошо сейчас считывается, потому что я уверена, что по своей практике уже сейчас это определил, что если раньше 20% только понимали, чего они хотят, сейчас 50% точно из 100 знают, чего они хотят, придя в ресторан. Быстро поесть, растянуть удовольствие, посидеть со своими друзьями, получить эмоциональный фон, заряд и так далее. Что касается, вот вы сказали, что чек, да, стал немного ниже. Вообще, как пережили санкции? Санкции, сначала пандемии, потом санкции, ресторанный бизнес. Но мы же все предприниматели, мы привыкли предпринимать. Ну и меры. Да. Когда это все произошло, мы сразу же все дружненько сели, собрали свои команды и начали думать, что же с этим мы можем сделать. Поэтому что произошло? Фермеры вышли на первый план. Теперь мы вместе с ними работаем, понимаем, что нам нужно. Они прорабатывают этот продукт, иногда даже под ресторан создают продукт. В частности, выращивают зелень. А какие-то продукты есть сейчас в дефиците? Ну вот, допустим, санкции, там что-то откуда-то везете? Все свое, все свое? Мы быстро все... На самом деле есть продукты уже все можно достать. Вопрос цены. Хочешь ты цену у себя в ресторане делать высокой или же проигрывать маржинальность своего продукта, ты будешь брать дорогой продукт. А сейчас, в частности, в большей степени мы все пользуемся нашим. Но есть, естественно, незаменяемые позиции, которые мы тоже выбираем. Что касается кадров, чувствуете дефицит немножко? Есть на самом деле факт текучки кадров, есть тот же факт конкуренции, когда много заведений, и уже сам сотрудник, соискатель может смело выбирать. Здесь что-то не понравилось, перешел в другое место. Это имеет место быть, это грустно, поэтому я нашим рестораторам советую создавать самоорганизованные команды, которые будут чувствовать ответственность за бренд. То есть ответственность за свои действия, за свой вклад в действие, за каждого члена команды и за то, какой вклад конкретно он несет в эту команду. Это очень важно. Это сложно, это, наверное, долгий путь анализа, чувствования людей, которые у тебя в команде. Нужно рефлексировать с собой, понимать, какой ты. Если ты, например, очень активный, пытаешься действовать из ряда вон, например, в своих границ, чтобы сделать максимум, а твоя команда просто сидит, то, скорее всего, эти люди не твои. И нужно попробовать их раскачать, естественно, либо набрать других людей, которые будут вместе твою команду двигать. На самом деле люди есть. Просто сейчас очень большая конкуренция. Сейчас, на самом деле, меня очень радует, я очень слышала, недавно слышала этот момент. Сейчас в ресторанах даже создают отдельные комнаты для персонала, чтобы был ли определенный ряд удобств. Не просто душ,
ну, требуемый, да, по нормам. А был и душ, и комната отдыха, и комната питания определенных размеров, с определенными функционалом, стульями, столами и так далее. Это на самом деле радует. Но таких ресторанов сейчас немного, мы все не перестроим, к сожалению. А нас много, тех, кто раньше делал это все довольно-таки, наверное, сжато по бюджетам. Спасибо, Рима. Мы завершаем нашу программу. Приезжайте в Татарстан, друзья, ешьте нашу еду. Спасибо телезрителям, что были с нами. Спасибо, что вы пришли к нам на программу. До свидания. Спасибо.